Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой, Ты моя радость, о Иисус мой, Ты мое счастье, о Иисус мой. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами и с Духом Твоим. Понедельник после 4-й Великодной недели. Просим милосердного Бога, как нам благословил, как нас вел шляхом збавления. Молимся подчас этой святой юши особливым чином за померлую Брониславу Карпук подчас святой юши черговой Григоріянської. Как мы могли годно скласть эту наисвятейшую охвяру, перепросим Пана Бога за наши грехи и слабости. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую завсюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, чудовное святло Твоих обранников, Ты на земле рубишь нас удельниками пасхальных таямницах. Учини, просим, как мы, просвяки, могли радоваться полноте Твоей ласки, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог просуси веки вечные. Амен. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні апостолы и браты, якія былі ў Юдэі, даведаліся, што і язычнікі прынялі Слово Божие. Калі Пётр увайшоў у Иерусалим, абрэзаныя дакаралі яго, кажучы: «Дабы не абрэзаных ты хадзіў і еў з імі». Пётр пачаў ім тлумачыць па парадку, кажучы: «Я быў у горадзе Яффе і маліўся, і ў захапленні убачыў аб'яўленне. Нейкая начыння сыходзіла нібы вялікае палатно, што 4 канцамі спускалася з неба і наблізілася аж да мяне. Я уважліва прыгледзеўся да яго і ўбачыў чацвераногіх зямных, звяроў, паўзуноў і птушак нябесных. І пачуў голас, які казаў мне: «Пётр, устань, забівай і еш». Але я сказаў: «Не, пане, бо ніколі нішто апаганенае ці нячыстае не ўваходзіла ў вусны мае». Голас з неба другі раз адказаў мне, што Бог ачысціў таго, не называй нячыстым. Гэта было тройчы, і зноў усё ўзнялося з неба. І вось у тую самую хвіліну 3 чалавекі, пасланыя да мяне з Цезарэі, з'явіліся каля дому, у якім мы былі. Дух сказаў мне ісці разам з імі без вагання. Пайшлі са мною і гэтыя 6 братоў,
И увайшли мы у дом того человека. И он нам рассказал, что убачил в своем доме аньола, який сказав йому: «Пошли у Яфу и поклич Симона, якого зовут Петр. И он обвестить тебе слово, якими збавишься ты, и увесь твой дом». А коли я почав промовлять, сышов на їх Дух Святий, як і на нас спочатку. Тоді я вспомнив слово Пана, як він казав: «Я хрестю водою, а ви будете охрещені Духом Святим». Коли Бог дав їм такий самий дар, як і нам, які повірили в Пана Ісуса Христа, то хто я такий, як перечить Богу? Коли почули гэта, супокоилися и прославили Бога, кажучи: «Вой же язычникам дал Бог покаяние, дзеля життя». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Душа моя прагне Бога живого, душа моя прагне Бога живого. Пошли святлой Твою правду, нехай яны мяне вядуть, яны приведут мяне на Твою святую гору и до Твоего жиля. Душа моя прагне Бога живого. Я приду до Божьего алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить себе на арфе: «Боже мой, Боже, душа моя прагне Бога живого». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрый пастырь, кажа Павел, и ведаю овечек моих, а мои ведают мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Боге Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Ісус сказав: «Я добрий пастир. Добрий пастир отдає життя своє за овечок, а наймит і не пастир, якому не належать овечки, коли бачить, що приходить вовк, кидає овечок і утякає, а вовк хапає і розганяє їх. Утякає, бо він наймит, і не клопотиться про овечок. Я добрый пастир, и ведаю своих, а мои ведают мяне, як мяне ведае Отец и ведае Отца. И жыццё свое отдаю за овечек. Ёсць у мяне і іншыя овечки, якія не з гэтага двора. І гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць голас мой, і будзе один статок и один пастырь. Зато и любит меня Отец, что я додаю жыццё свое, как взять его зноў. Ніхто не адбірае его у мяне, але я сам отдаю его. Я маю ўладу его отдать, и маю ўладу зноў взять его. Такую заповедь я атрымаў ад Отца моего. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Святого Євангелія знімуть грехи наші. Ты дни молитвам об святости, покликанию до Божьей службы, дни, коли мы молимся с особливым чином о покликаннях до святарского и монашеского життя, это справді особливі дні, коли мы звертаемся до Христа як до доброго пастора. Как Він дав нам пастора, а не пастухов. И, дорогие мои, справді зобов'язані молиться за усіх святарів, за біскупів, за папу римського, так само за консекрованих особ,
каб яны былі пастарамі на ўзор Хрыста, каб яны ведалі сваіх авечак, каб яны не баяліся аддаць жыццё за сваіх авечак, каб яны не імкнуліся быць наймітамі. Гэта значыць тымі, каму залежыць толькі на нейкіх фінансавым прыбытку. Каб яны былі добрымі пастарамі, тымі, якія здольныя, так як Сымон Пётр у сённяшнім першым чытанні зможа сказаць, хто я такі, каб пярэчыць Богу. Каб нашыя духоўныя асобы, усе нашы духоўныя асобы імкнуліся да святасці, якая з'яўляецца характарыстычнай рысай для кожнага веруючага чалавека, асаблівым чынам для святара, для біскупа, для манаскай асобы. Христос з'яўляецца брамай, пачулі мы ўчора ў Евангеліі. Няхай жа гэтай брамы шукае кожны пакліканы чалавек. Той, які яшчэ пачуе голас Божы у сваім сэрцы, але таксама той, які яго ўжо пачуў, які можа знаходзіцца, перажывае моманты разгубленасці, моманты абыякавасці, моманты вельмі такія няпростыя ў сваім жыцці. Каб гэты агонь Божай любові у яго не патух, але нястомна распаліўся. Узнясём пра заступніцтва Маці Божай да Айца Нябеснага нашыя пакорныя просьбы і малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовую аўчарню, каб панавалі ў ім любоў і Божы спакой. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў, каб сваім жыццём яны сведчылі аб любові Хрыста, добрага пастыря. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянаў, каб у сваіх сем'ях і на працы яны былі вернымі сведкамі Хрыста. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за маладых людзей, якіх Езус кліча пайсці за ім, каб яны мелі адвагу адказаць на заклік Хрыста. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асаблівым чынам за памерлую Браніславу Карпук, у інтэнцыі якой ахвяруецца гэтая найсвяцейшая ахвяра, каб абмытыя крывёю Хрыста яна ўвайшла ў Божае валадарства. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы адчулі радасць, якую дае частае спатканне з Езусам Христом у святой камуніі. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і ўчыні, каб усе людзі пазналі веліч любові Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амин. Благословив Ти, Пане Боже, свету, бо дякуючи Твоєї щодрості не тримай хліб, плод землі, праця рук людських, а керує Тобі, як його став для нас хлібом життя. Благословив Ти, Боже, навіки. Простаємцю этой води вина, дай нам кожну Твоєї Христа, який прийняв нашу чоловічу. Благословив Ти, Пане Боже, світу, бо дякуючи Твоєї щодрості не тримай віно, плод виноградної лозы праці рук людських, а хвалюємо Тобі, як його сталося для нас на полі духовному. Благословив Ти, Боже, навіки. Прийми, Пане Боже, нас, які стоїть перед Тобою, у духу покою со скрупою серця нашої хвяни, якою сьогодні так складає, нехай буде Тобі достойно.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу веру, принял Бог, Отец усемогут. Нехай вам Бог, приня ахвяру с рук твоих, на прославление и хвалу во имя Своего, а так само на корысть нам и всему костюлу святому. Пане наш Боже, прими просим дары святуючего костюла, якому Ты подаровал великодную радость, и приведи его до вечного счастья в небе, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами и с Духом Твоим, у гору сердце, узносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему, угодно это и справедливо. Справді, угодно это и справедливо. Славить Тебе, Святый Отче, бо один Ты Бог живый и соправдый, бо только Ты справедливый и иснуешь вечно, пробывающий в недосяжном святне. Только Ты один Боже добрый, и як криниця життя покликав всюди існування, как наполнить благословением своих створения и радовать многих ясностью святла Твоего. Тому стоять перед Тобою незвичайные опоры мило, які у день и вночі служать Тобі, и сутираючи хвалу Твоего обличия, неоспинно Тебе славить. Так само и мы у захоплении прославляем имя Твое, а разом с нами все поднебесное створение нашими устами спевающим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Славим Тебе, Святый Отче, бо великий Ты и всеучий мудрый здоровый. Ты створил человека на подобенство Своего и доручил ему опеку весь свет, как служит Тебе единому Створителю, владарю над усими створениями. Коли же он праз непослухмяность стратил Твою прелестность, Ты не покинул его под уладою смерти, али милосердно да помогу с ним, как Тебе шукали и знаходили. Ты не однойче пропонувал людям заповедь примирения и прос пророков вручил их чекать избавления. Отче Святый, Ты так полюбил свет, что, коли настала полная часу, послал нам як избавцу одинородного Сына Твоего, яким целовленный от Духа Святого и наруженный с Марией Паном, жил подобный на нас людей во всем, а прочах раку, убогим, обвящал избавление, поломным вызволение, заслуженным радость. Как вспомнить Твою волю, и он охверовал самого себе на смерть, и своим из мертвых повстанием перемог смерть и обновил житье. А как мы жили уже не для самих себе, але для Его, який за нас помер и воскрес, послал Его на Тебе, Отче, як перший дар верникам Духа Святого, який, зясняючи справу Его в свете, сповняє усялякое освячение. Тому просим Тебя, Пане, как Дух Святый святил эти дары, как стали сияны телом и кровью Пана нашего Иисуса Христа, для изъяснения этой великой таямницы, якую Он покинул нам, як вечный заповедь. Коли настал час, как Иисус, прославился през Тебе, Отче Святый, полюбивши своих, как были на свете, до конца их полюбил,
И коли споживали вечерю, узял хлеб, благословил, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе віддано». Подобным чином узял келих, наполненный вином, подяку складал и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита дзеля отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя у хвале. Пане, здійсняючи теперь успомин нашего погребения, мы вспоминаем смерть Христа и Его сходження во храм, вызнаем Его воскресение и ушествие до правицы Твоей, и чекаючи Ягоного престя у хвале, складаем Тебе, Божие Ягоное тело и кровь, яко вяру приемлю Тебе, избавенную для всего света. Узляй, Пане, на вяру, якую Ты сам подиктовал Твоему костюму, и дай ласкову всем, кто будет споживать гэтый один хлеб и пить из одного келиха, как собранные у одно тело Духом Святым, яны стали живою ахвярой у Христе, на хвалу величия Твоей. Памятай, Пане, про усіх, за кого складаем Тебе гэтую ахвяру, найперш про слугу Твоего папу нашего Франтишка, про бискупа нашего Тадеуша, про усіх бискупов и про усіх духовенство, про усіх, кто складает Тебе ахвяру, про усіх тут присутных, про весь Твой народ и про усіх, кто Тебе щирым сердцем шукає. Пам'ятай так само про тих, хто одійшов з гэтага свету у спокої Христову, і про усіх померлих, віру яких один Ты ведом. Ласкавый Отче, усім нам, детям Твоим, да поможи досягнуть небесной спадщины з найсвятейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом, ее бранником, с Твоими апостолами и святыми у володарстве Твоим, где з усім створением, вызволенным нарешті от тлену врагу и смерти, мы будем славить Тебе про Спана нашего, Иисуса Христа, про якого Ты одобряешь свет усякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, прозуси вяки вечные. Амен. Молимся, Отца Небесного, як нас научил молиться Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будься воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокус, але избав нас от злого.
просим Тебе, Пане. Збав нас от усього злога, дай ласкаво спокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюду вольные от врагу и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения, счастливой надеи и пристя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки, Пане Иисус Христе. Ты сказал апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не сбожай на грехи наши, али на веру костюма Твоего, и будь ласкав, сгодно с Твоей волей, одари Тебя спокойной едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсюду буде с нами, и с Духом Твоим передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокой. Вось баран Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные покликания на вечеру Его. Пане, я не варты, как Ты войшел на меня, али скажи только слово, и будь здоровы, душа моя. Святый Боже, святый моцный, святый небесмяротный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый небесмяротный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый небесмяротный, змилуйся над нами. Святый Боже, святый моцный, святый небесмяротный, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновів сакраментами вічного життя, і приведи Його до хвалебного воскрешення праз Христа, Пана нашего. Аминь. Помолимся в летании до Маті Божией. Кирье елейсон, Христе елейсон, Кирье елейсон. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Ойче з неба Боже, змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Боже, змилуйся над нами. Духу Святый Боже, змилуйся над нами. Святая Троица, один и Боже,
змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Матерь Христова, молись за нас. Матерь ласки Божией, молись за нас. Матерь Пречистая, молись за нас. Матерь беззаганная, молись за нас. Матерь невинная, молись за нас. Матерь непорочная, молись за нас. Матерь наимилейшая, молись за нас. Матерь наицудовнейшая, молись за нас. Матерь доброй рады, молись за нас. Матерь Створителя, молись за нас. Матерь Избавителя, молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, молись за нас. Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, молись за нас. Люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, молись за нас. Причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, молись за нас. Святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, молись за нас. Ружа мистичная, молись за нас. Вежа Давидова, молись за нас. Вежа с кости слоновой, молись за нас. Золотый домья, молись за нас. Ковчег заповету, молись за нас. Брама небесная, молись за нас. Зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, молись за нас. Притулок грешных, молись за нас. Сутешальница засмученных, молись за нас. Успомога християнам, молись за нас. Королева ангелов, молись за нас. Королева патриархов, молись за нас. Королева пророков, молись за нас. Королева апостолов, молись за нас. Королева мучеников, молись за нас. Королева веровызнавцев, молись за нас. Королева панов, молись за нас. Королева всех святых, молись за нас. Королева без греху першородного зачатая, молись за нас. Королева в небо взятая, молись за нас. Королева ружанца святого, молись за нас. Королева семью, молись за нас. Королева спокою, молись за нас. Королева Беларуси, молись за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, каб стали синогодными обетованию Христову. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Наисвятейшей завсёды Девы Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Великий за субботней молитвы, нехай Божие благословение нам допоможет верно идти за Христом и возрастать в вере, надеи и любви. Завтра святая мша о 10 раницы. Будет фермата самосада по мере Брониславу, святая мша Григорианская. Пан с вами и с Духом Твоим, нехай вас благословить Бог Всемогутный, а Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо Той
Твоя.